Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг главы Якутии. В прямом эфире Айсан Николаев озвучит актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе. Александр Сергеевич, по эпидемиологической ситуации на территории республики. За последние сутки у нас на территории Республики Саха-Якутия зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 29 в городе Якутске, 5 в Мирнинском и по 3 случая в Хангаласском, Нерюнгринском, Алданском районах, ну и по ряду районов единичные случаи. Вот. В целом хочу сказать, что если по городу Якутску мы наблюдаем все-таки за последние дни снижение заболеваемости, и сегодня зафиксировано самое низкое количество больных с 5 июля, то по ряду районов республики за последнюю неделю есть рост. К сожалению, болезнь у нас появляется и в труднодоступных населенных пунктах. Так, сейчас у нас есть подозрения по труднодоступным населенным пунктам в Вилюйском, Оленевском районах, где есть люди с признаками ковида, и сейчас ведется работа по локализации очагов заболевания, ну и по анализу. Причем вот по труднодоступным населенным пунктам случаи заражения везде одинаковые. Это или юбилеи, или свадьбы, или похороны. Вот это недопонимание со стороны населения, со стороны глав местного самоуправления на местах о необходимости принятия решений по ограничительным мерам такого общего характера, в том числе и в таких малых населенных пунктах, приводит к тому, что такие очаги, к сожалению, еще в республике у нас появляются. И мною сегодня дано поручение руководителю администрации главы и правительства республики, заместителю председателя правительства провести ВКС с главами районов, где еще раз подчеркнуть об ответственности, в том числе органов местного самоуправления на местах, за соблюдение ограничительных мер общего характера, санитарных, эпидемиологических, общепринятых мер. Сейчас проводится работа в республике по подготовки к новому учебному году и по детским садам, по школам, по среднему специальному образованию, по высшему учебным заведениям. Мы должны сделать все, чтобы учебные заведения, когда начнут работу, они работали в таком абсолютно безопасном режиме. При этом, конечно же, в таких крупных населенных пунктах, как город Якутск, будут применяться различные формы. Мною дано поручение на этой неделе все методы, по которым дети могут обучаться у нас в школах, определить и довести это до каждого школьника, до их родителей, до педагогических коллективов, с тем, чтобы к 1 сентября понимание этого было у нас полностью по республике достигнуто. У нас, к сожалению, достаточно большое количество тяжелых больных, по республике их 37, из них 7 на аппаратах искусственной вентиляции легких, и поэтому на учреждениях здравоохранения на местах, конечно же, тоже надо принимать меры с тем, чтобы у нас больные все-таки в тяжелую форму не перетекали, а на уже уровне легких, средних форм людей мы полностью излечивали. Но еще раз хочу подчеркнуть, что здесь, конечно же, очень важно и общее поведение населения республики по соблюдению ограничительных мер. Мы сейчас разрешили работу спортивных залов, спортивных площадок. Есть уже разрешение по работе фитнес-залов, тренажерных залов. Надеюсь, что их работа тоже будет выстроена полностью уже соблюдением всех мер санитарной и эпидемиологической безопасности. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии Айсана Николаева об эпидобстановке в нашей республике на 17 августа. А мы продолжаем нашу программу. Сразу 22 очага лесных пожаров удалось потушить за минувшие сутки. Тем не менее, продолжают действовать 35 природных возгораний. Борьбу с огнем ведут примерно 350 человек и 60 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется в Мирнинском, Тампонском, Усть-Алданском районах, где зарегистрировано 15 очагов. Задымленность на территории региона не прогнозируется. Между тем, уровни воды на реках Яна и Индигирка продолжают расти. Об этом сообщает Гидрометеослужба. Подъем наблюдают в верхнем и среднем течении в результате выпавших осадков. На реках Лена, Алдан и Вилюй, напротив, продолжается понижение уровней с различной интенсивностью. Ниже проектных отметок уровень воды на реке Вилюй на участке Сунтар-Нюрба, а также на реках Яна и Колыма у поселков Нижнеянск и Зырянка, соответственно.
По доступности бензина для населения Якутия заняла 11 место среди регионов России. А лидером в рейтинге доступности стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Его жители на среднюю зарплату могут приобрести более 2000 литров топлива. На втором месте Москва. Столичные водители могут заправиться на 1900 литров бензина по цене 43 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место. 1727 литров по цене 56 рублей. Еще в 14 субъектах, в том числе нашей республике, на среднюю заработную плату водители могут приобрести более 1000 литров 92-го. Отметим, в Якутии средняя стоимость литра бензина 54 рубля и 33 копейки. С 1 августа в коллективный договор «Алроса» и профсоюза «Профалмаз» внесены поправки. Однако действовать они начнут с 1 января следующего года. Изменения коснутся в основном пунктов оплаты проезда. Подробности у Иваны Филипповой. Коллективный договор «Алроса» и «Профалмаз» заключили еще в декабре 2019-го. Этим летом в бумагу пришлось внести изменения. Причиной послужила нестабильная экономическая ситуация в стране. Также санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные по борьбе с ковид, повлияли на деятельность алмазной компании. Но волноваться не нужно. Поправки будут действовать с 1 августа до конца текущего года. И рабочих профессий в Якутии это массово не коснется. Изменения направлены на руководящие должности. Согласно статьи 41 Трудового кодекса Российской Федерации, льготы и преимущества для работников, условия их труда более благоприятные по сравнению с установленными законами могут устанавливаться в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя. По решению комиссии приостановят ряд льгот. С 1 августа полностью отменили компенсацию проезда к месту отпуска и обратно для сотрудников и их семей, не проживающих на Крайнем Севере. Однако на возмещение расходов смогут рассчитывать те, кто приобрел или оформил проездные документы до 31 июля. Для работников Крайнего Севера приостановили компенсацию проезда к месту отдыха в страны СНГ, а также расходы по провозу личного автотранспорта водным путем. Также для работников Крайнего Севера, должности которых отнесены к 7-му грейду и выше, приостановили право на дополнительную компенсацию расходов по оплате проезда к месту отпуска и обратно. Данные поправки не коснутся рабочих профессий и руководителей работников до 7-го грейда. Будет приостановлена льгота в части возмещения стоимости путевок неработающим пенсионерам компании на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Ситуация у нас довольно сложная по заболеваемости коронавирусной инфекции, и тяжелее всего переносят это заболевание люди старше 60 лет. Поэтому здесь мы, конечно, в первую очередь рассматривали данный факт, поэтому и приняли такое решение. Изменения коснутся и работников, которые вернулись в компанию после прохождения военной службы. Им временно не будут выдавать единовременную выплату. Ну а более подробно обо всех изменениях можно узнать на сайте профсоюза «Профалмаз». Ивана Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Полностью отключат водоснабжение в столице региона. По плану водоканала глобальное отключение намечено на завтра, 18 августа. С 22:00 до 6 утра будет ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадает Якутск полностью, говорится в сообщении пресс-службы компании. Ограничение связано с подготовкой к отопительному сезону. Якутянин стал призером дальневосточного конкурса. Николай Степанов удостоен гран-при фестиваля «Красиво ДВ». Его видеоролик «Якутский холод» получил 300 тысяч рублей. Якутянин участвовал в 4 из 5 номинаций конкурса. Сам победитель рассказал, что надеялся на победу другой своей работы – ролика под названием «Над Якутском. Столица Якутии». По словам обладателя гран-при, он уже не рассчитывал на победу после распределения призовых мест, как в прямом эфире объявили его работу. Николай Степанов выразил благодарность всем якутянам, которые поддерживали его и голосовали за ролик. Ваши призы и награды. И еще один успех якутян уже на всероссийской арене. Финал конкурса красоты среди замужних дам состоялся в московском «Известия-холл». Якутию представили сразу 3 красавицы. Об их титулах, ярких образах и, конечно, самом конкурсе расскажет наш СОБКОР в Москве Айсана Бурнашова.
Алдан, Москва, Уфа, Балашиха. Конкурс объединил участниц из более чем 30 регионов России. Позади этап визитки и талантов. Они прошли сразу в первый день конкурса. Ну а в финале участницы предстали в национальных нарядах, вечерних платьях и самых неожиданных образах. Принять участие в конкурсе могла любая представительница прекрасного пола. Главное условие – наличие штампа в паспорте или наличие ребенка. В этом году за титул «Миссис Россия» борются сразу 46 очаровательных конкурсанток. Мама, любимая жена, бизнес-вумен, спортсменка. Каждая участница доказывает своим примером, что материнство и замужество – это не только пеленки и кастрюли. В этом и заключается миссия конкурса. Выход на сцену для девушек словно выход из зоны комфорта. Участницы признаются, что немного переживают. Может, кто-то думает, что она не модель, никто, почему она так себя преподнесла так высоко, может быть, да? Может, мои земляки хотели бы видеть там нашу чистокровную якутянку, да, Халубра. Вот это больше меня волновало. Вместе с Дарьей Якутию представили еще две красавицы из Алдана. Юрист по образованию, мама троих детей, спортсменка и кондитер Карина Мандур, а также хозяйка фотостудии и собственного ивент-агентства, жена и заботливая мама Антонина Бочкарева. Членам жюри пришлось не просто выбрать ту самую, ведь на кону не только корона и титул, но и путевка на международный конкурс красоты. Нам важно, чтобы она была красивой не только внешне, но и внутренне. Мы с девушками прожили определенный период времени вместе, да, и посмотрели на них в разных ситуациях, так скажем, да. И я надеюсь, что сегодня мы сделаем правильный выбор. И выбор был сделан. Эксперты определили 7 победительниц, которые будут защищать честь России на конкурсе «Миссис Ворлд». Одной из них стала Дарья Лаврова, якутянка, хозяйка сразу 4 титулов: «Миссис Элегантность», «Творчество», «Достояние России» и «Народная миссис». Какой из твоих титулов позволил тебе выйти на международный уровень? Вот этот титул «Народная миссис». За счет того, что вы максимально... Мои родные люди все голосовали днями и ночами, и благодаря этому титулу я могу уже принять участие в «Миссис Мира». Бьюти-копилку республики также пополнили и якутянки Карина Мандур и Антонина Бочкарева. Благодаря конкурсу я поняла, что надо доработать, где надо развиваться, познакомилась со многими интересными людьми, и мне только пошло это на пользу. Все очень самодостаточные, уверенные в себе женщины, которые несут в себе пример того, что женщина может быть и женственной, и в то же время делать какие-то предпринимательскую деятельность. Совсем скоро титулованные красавицы вернутся к привычной жизни. Дома их ждут дети и супруги, семейный очаг и любимое дело. Ну а Дарье Лавровой и 6 остальным победительницам предстоит серьезная подготовка. Ведь уже в ноябре мы сможем наблюдать за их успехами на международной арене конкурса «Миссис Ворлд» в Шри-Ланке. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.